Ассаламу алейкум. Приветствую зрителей программы «Неделя». В студии Ислам Ершов. Я и мои коллеги расскажем о самых заметных событиях в регионе и не только. И вначале коротко о главном. Благое начало. В первый день Нового года в Чеченской Республике начали строить 3 школы хафизов и медресе на 500 учеников. В Грозном открыли транспортную развязку, которая соединяет новый район Путина с центром города. Она значительно разгрузит улицы. Наш город преображается и становится одним из лучших в России. В республике прошли различные религиозные мероприятия в честь Дня памяти и почитания шейха Иласхани, да будет возвышена его святость. Мюриды прочитали зикр и сделали дуа. В республике прошел очередной конкурс на знание священного Корана. Его приурочили памяти погибшего хафиза Абу Салаха Абу-Бакарова. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума-намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Адам Шахидов. Höger hon uggar duq tadiyashderik hudutiyah al. Şeyan şugar uggara duq diyashderik şuvavşe diyazar dushun. Şugar şeyan uggar tadiyashderik şuvavşe tadiyazar dushun alaq. Otsqamelan buq deliyalcha duqqa hadish kahkar bawain alayhi salatu wassalam. Deliyalchnu Allah sallallahu alayhi wasallam. Şeeda karah doshwaj Allah delah duybush. Şu yalsman çoğur madahçun aş iman dillals şu qoç düzün iman din lahir madahçuna şu oşan diyazalsal. По завершении проповеди верующие выстроились в ряды и совершили пятничную молитву. В разных районах республики одновременно начали строительство религиозных учреждений. Это медресе и школы хафизов. Все расходы на возведение объекта взял на себя региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Торжественную церемонию старта строительства медресе в Грозном посетил глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров. Подробнее в сюжете. Первый день Нового года и священного месяца Раджаб начинается с важного события. Это начало строительства нового медресе в Грозном. Мероприятие посетили официальные лица республики, а также представители духовенства. Почетным гостем церемонии стал глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров. Торжественную церемонию с приветственным словом начал муфти региона Салах Хаджи Межиев. Он рассказал о развитии исламских учреждений в республике. بوقش بالغ ووشا قيتا قوي يا دار شاه توفيق دل نتبل إيمان دل ديغل دل بلغش تغنشان بلغش بالربات. Перед собравшимися выступил глава региона Рамзан Хаджи Кадыров. Он отметил, что республика активно развивается и в скором времени станет просто неузнаваемой. Kelviestään najuolus öljyy istieko havis skolaidon najuolustaan. Takir bakke belas budharsodon ja aalisodon daavadon ja aale ja nochtsytyö sanabeen tsöiskipur khaz kutslos. Taka hor ja deislardin dollarlakslardias dindazon schedazdoich. قهوة دام ولا إدو ونية الحمد لله ده حسن بدار ودايت عملية إدو ونية تنهريت ودايت ودايت عن ضعض دي هذا شو بس هيك بركض دايت. После коллективного дуа провели церемонию жертвоприношения и дали старт строительству. Также собравшиеся прочитали салават пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует.
Медресе рассчитано на 500 учащихся. Названо оно будет в честь великого исламского ученого имама Аль-Бухари. В комплексе с медресе будет также общежитие на 250 человек. Все расходы на строительство взял на себя региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. كون الجا بوصل دين أحمد عجدال غازوت قبل دول شادو حرب كوكتا وبرش حلقات وام 60 ساعة وام قيتات خلي تاخير دو شوزلانك أبرزواني دين شاد دعوت دو أحمد عجيد دشت. Еще одно медресе начали строить уже в селе Толстоют Грозненского района. Старт строительным работам дает муфтий Салах Хаджи Межиев. В медресе смогут обучаться 100 мутаалимов, а более 50 человек смогут жить здесь же и заучивать священный Коран. تكون يرتاح حافز شكول يوش دايريس خلول ريجنال فوند بريزيدنت يلا ايمان حاجينا خادم القران ولا رمزان حاجينا دايريس خلول دالا ديكنز بيخم بول مسومتي وهو ماكر ارها قوتش ومس ديكنز ديك بلاش برت مسومتي قوتش وقص هالدرجه احمد حاجي ويتحمد خلول أقدال غاز قبل دول دال ديق الويل إذا دال درجة لقوى قيل إذا تل بيرك دول درجة ويمخ دليلش دق رمزان هاش دقويش وي دال مقلح هرديك بلش وين دي بيوسي دوش هرديك بلش ويمخ قرآن عام ديش عمل يش ديل حقويش ذكر ديش بوش وي بتش وين إخوة تناو وتبسي الخلول داله عالش ويل إيوي بتش رمزان هاجي دال وي سن تيش مية دول سن ناقصتي دول دال قي ديكني أحا بيركتش يسوى قيله تهن ويدقي دين دولش داس الحمد لله الدل خاصة بوي استنا هو شرحة دوحل هرشو دعدو والوش دولش رجب بيتا دوحل دي دولش تهنا استنا بوق وينا ميليح دولش هزنيخ سنجوغا وينا يوحك أنبولش هزهم دوخر ديشتك الله دالا بيركتي يول هر هجر Также начато строительство школ хафизов в селах Новый Шарой и Шатой. Всего в республике функционирует 8 школ хафизов. На данный момент там обучаются около 800 мутаалимов. Также в регионе действует более 500 медресе. Халимат Шахидова, Шамиль Эрстанбиев, Имам Юсупов, Ибрагим Батаев. Неделя. В Грозном открыли транспортную развязку по улице Назарбаева. Дорога будет соединять Центральный проспект с новым районом имени президента Российской Федерации Владимира Путина. Церемонию открытия посетил глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров. Подробнее в сюжете. 2025 год начался с еще одного важного события для республики. Это открытие транспортной развязки по улице Назарбаева. Эта дорога станет артерией, которая будет соединять Грозный со строящимся районом имени президента страны Владимира Путина. Мэр Грозного Хасмагомед Кадыров рассказал о достижениях транспортной инфраструктуры региона. Мы стремимся сделать Грозный современным, комфортным и безопасным городом для каждого жителя. И этот проект является наглядным примером того, как благодаря вниманию к нуждам горожан и эффективной работе главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, наш город преображается и становится одним из лучших в России. Но мы не планируем останавливаться на достигнутом. Это только начало грандиозного преобразования, которое нас ждет. Мы продолжим работать над дальнейшим развитием Грозного, следуя курсу первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Рамзан Хаджи Кадыров отметил, что в регионе есть все необходимые условия для комфортной жизни. Для этого большие усилия прикладывает руководство региона. Он призвал ценить все блага, а также отметил, что в республике есть много возможностей для трудоустройства. Yok udobstwa taka propshriats hit edosha hoka qita ilu yo wajilaz darog bosh tolyo qita развязка ilu так война андона мела до удобств давать что истиадона масара вахиг диз авайду худона дешума доч билбелевский навод инстан тан хужарит дагулар амаш шол хафиз يقنا
500 мест дин عمود عبيش شو عملتك شبع عبعي متك شجريش تيجي كبرتك النحن كذاش باتون كذي دونا صدا واحد عاش دوش بود حق ستروك يا شيء زر تق دونا وانبلوفيش فوت شيء عاش داتي طب دون مت دلت وهل دلت نوتشي قوم يشيات نوتشي قوم أنا بولا متك شورتيو هوش تقول الدجروز رايون الإيمين البريزيدنت الذين بوتين يدازلون سندوي هذا غالون نوي ماسن Глава региона оценил работу строителей и поблагодарил их. Перерезав красную ленту, глава республики ответил на вопросы журналистов. Этот год будет победа над фашизмом, сатанизмом. Мы победим, мы будем строить, развиваться, будем строить район нашего великого лидера Владимира Ильича Путина. Город будет цвести, расти, развиваться, расширяться. Все самое хорошее ожидаем, дух боевой. Готовы на все 100% трудиться во благо нашего народа, государства во главе с нашим президентом Путиным. Ширина проезжей части новой развязки 29 метров, дорога имеет 8 полос движения. Общая протяженность около 2 километров. Развязка рассчитана на пропуск до 100 тысяч автомобилей в день. Это позволит существенно снизить нагрузку на другие дороги города. Водители, которые впервые проехались по развязке, высоко оценили дорогу. В ближайшее время планируется строительство еще одной многоуровневой развязки с 3 надземными съездами и протяженностью в 1600 метров. Также ремонт участка дороги железнодорожным переездом по улице Асламбека Шарипова. Халимат Шахидова, Аслан Висхаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Более 2200 километров автодорог построено в Чеченской Республике за последние годы. Эта цифра прозвучала в ходе торжественного мероприятия, посвященного подведению итогов работы Министерства автомобильных дорог. Его посетил и глава региона Рамзан Хаджи Кадыров. Он поблагодарил дорожников и первого заместителя председателя правительства Чеченской Республики, министра автомобильных дорог Ису Тумхаджиева за отличные результаты работы. Son Abu Bakr Tumhaji Deiret ala şu son profesyonel rouwstuach şu kamandain ugrid качественный был не всех беш был не программ не школой айхол بالح مت شو عدارج مت عاش يعرس غيتوش ديوح جاي تشك دو شديد ديقرش ديريز غليش مثلا دادو دادو شو نقبل ميل هو بودا ملا بيلن نقدا يلسمان بيش نقبل دادو عدالته. Рамзан Хаджи Кадыров наградил медалью за заслуги перед Чеченской Республикой директора Веденского дорожного предприятия Рашидхана Пашаева. Ряд других отличившихся работников удостоились благодарственных писем и почетных грамот главы Чеченской Республики. Рамзан Хаджи Кадыров посетил спортивно-туристический комплекс «Казино-Ам». Это место славится не только уникальной природой, но и развитой инфраструктурой, рассчитанной для приема большого числа отдыхающих. Для любителей активного времяпровождения здесь предусмотрены разнообразные развлечения. Одно из таких – это каток, который открыли этой зимой. По всей Чеченской Республике прошли религиозные мероприятия в честь Дня памяти и почитания шейха Иласхани, да будет возвышена его святость. 3 января мюриды со всего региона собрались на кладбище шахидов в городе Шали. Они прочитали зикр, сделали дуа и провели обряд сага. Сюжет Ломали Мусаева. Взывая ко Всевышнему, верующие собираются в Шали на кладбище шахидов. В день ареста и высылка шейха Иласхани, да будет возвышена его святость, они вспоминают подвиг его мюридов, которые пали героями, защищая своего устаза. Это были сложные и опасные времена, говорит председатель Совета алимов Республики СКФО Хожа Ахмед Хаджи Кадыров. Однако сейчас Всевышний дал облегчение верующим, как и обещано в Коране. Рамзан Хаджи Беркатца, ваттаны ни'мати мурбуар. Да лахо шауай дердош ни'мата мур,
خمبر الويل وينه آمين. он дохки дер الويل وينه. Верующие должны быть благодарны Всевышнему и воздавать хвалу за мир и безопасность, говорит потомок шейха Иласхани, да будет возвышена его святость Сайфуддин Ибрахим. شكر هذا البناء وهذا العمران بالتعاون على البر والتقوى. أتصل دال ويديك بنهر موحد آجين بين آور مصر وآور دال نعمة حليل الخير شيء أتص نعمتنا والشكر دار بوخر دعون آجي ووشن لا وستل ديش ووشن وجرل ديش دال خير ارتاح عمل ارتاح. شكر نعمة الأمن التي يتحسر عليها ملايين الناس في هذا الوقت تكون باليقظة والحذر والاستقرار مسؤولية الجميع وليس فقط مسؤولية الحكومة أو القيادة. مارش هو فرقته والمحكة يشولو تنطق مخشك حق مش دشن إذا بسغري نلر أوخ إمارش وبوغوش فالمارش وني حيش دنا جعتوك نعبوشن ومارش ونعمة ويخمب بيشبوشن يخمبره عيدوا لريش عشياتشون إمارشوا قوموا بصوبنا وقوموا ووشن وديشا مسارة مارشوا نعمة خمبش ويتحني لريش شونيس. Устаз всегда призывал к единству и миру, говорят его мюриды, а его жизнь – это пример аскетизма и богобоязненности. برت بيه برت هداخ بوخش وإحنا والأستاذ كشي مبارك حاجة الشا اشتبيخ خلايدا شيء شادق شيء كيك هذا قدرت بدوش دوتش مونس دوتش اشتين تبين تون حاجة لا ديش اشتبيخنا. Посетив могилы, верующие присоединились к обряду Сава. Лом Али Мусаев, Шемиль Самбиев, Юсуп Эжиев, Ибрагим Батаев. Неделя. Зикры в честь Дня памяти и почитания шейха Иласхани, да будет возвышена его святость, прошли во всех крупных мечетях Чеченской Республики. В Ахмат-Йорте верующие собрались в доме главы региона Рамзана Хаджи Кадырова. Шейх Иласхани, да будет возвышена его святость, один из самых авторитетных и почитаемых религиозных деятелей Чеченской Республики. В доме главы региона мюриды собираются часто, вот и в этот раз в День памяти и почитания устаза верующие читают зикр. Верующие также провели религиозный обряд Маулид, благословляя пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, а после сделали дуа. Подобные мероприятия проходят во всех районах республики. В Илсхан-Юрте также собрались его мюриды. После пятничной проповеди верующие прочитали Маулид, а после совершили зикр. Приехали и последователи шейха из других регионов. غوشكاتا درت أختار غلغة يشرون نوختي يشرون مسوا معير غلغة يشرون داغستاني إلسون تحبه كن حيشي بو قازيتشكا عن اشتحقل بالبو. В Грозном верующие собрались в центральной мечети сердца Чечни имени Ахмата Хаджи Кадырова. После совершения пятничного намаза собравшиеся провели обряды Маулид и зикр. Халимат Шахидова, имам Юсупов, Ибрагим Батаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. В поселке имени Исаева города Грозного распахнула свои двери новая мечеть на 1500 человек. В церемонии открытия принял участие советник главы Чеченской Республики, муфти Чеченской Республики, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Салах Хаджи Межиев. Профинансировал строительство региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Подробнее в следующем сюжете. 1500-я мечеть в Чеченской Республике. На торжественное открытие новой святыни в поселке Исаева прибыл советник главы региона муфтий Салах Хаджи Межиев. Он поздравил местных жителей с этим событием и пожелал им милости Всевышнего. تغنى
أخدينا واحد ويرشلقة ويمخح سعيزين قبع الله مجدك دكتهم تسيتش بيتزوت مجدك دو يسمعتاش هر واحد ويرشلق دار شات ليست شو ما نسموش دات دريك شكر عدوش ورش داله ها هو أدي صح ويمخح ممسوش إلى يخشوا حافش حال يتشبو. В своем выступлении житель поселка Муса Ибрагимов от имени всех собравшихся выразил благодарность главе республики за постоянную поддержку. ويرد ونهار معانو أصدقاء فيهم البوسة بينادلهم هو شمس البوادز بوشتون نيا ديكني بوش نيا دلوني دون بولش دونا دونا مجلس ذكر زيارتي بوش بوسة بناخذ بعندوش هذا هم دون نسل لدون تعندون يرتون تاع رمز دون شارنا أخذوا القصة حاجة شارنا خرج حاجة سنوش دونش دائما دون حرينا دون كرابو شارنا مثلا دقر دون بركو دون آل دون لوردو. После официальной части Салах Хаджи Межиев прочитал хутбу для прихожан новой мечети, после чего собравшиеся совершили пятничную молитву и религиозный обряд Маулид. مصو آغو يهتو بغاتش تاقا زيرتشكاح تاقا ديل حيوش متاح تاقا ماجيك شدولش لامز دا تاقا روز بدا مصو آغو بوسو بناخن يهتو لامز يترتيرين دا دادوي شدير ريجي يهتو بوسو بسجنا مخكحة ملوتش يرتاح ملوتش نوقع سيتشي تاقا لامزن قدوخ سجت تسديشة شادك خزدل تادل تا إسبع دعوة تندو ديل قيتن بو إذا تاقا إز خير ده سرنا قاسنا وي بتشاح إشت أصب بلخن بوسل بدين سجتش سخلة. Все расходы на строительство взял на себя региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Строительство святыни началось в январе 2024 года. Спустя ровно год мечеть в классическом стиле чеченской архитектуры распахнула свои двери для 1500 верующих. Хава Айдемирова, Сейд Эми Ибрагимов, Аслан Висхаев. Неделя. В селе Автуры открыли медресе на 100 учащихся. Его построили на средства регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Церемонию открытия посетили почетные гости. В ходе мероприятия вручили дипломы об окончании обучения учащимся медресе города Курчалой и села Чечен-Аул. А после верующие прочитали мавлид. На церемонию открытия нового медресе имени шейха Бамадгирей Хаджи Митаева собрались жители села, старейшины и представители духовенства. Особыми гостями стали председатель Совета алимов республик СКФО Хожа Ахмед Хаджи Кадыров и советник главы республики муфтий Салах Хаджи Межиев. С приветственной речью перед собравшимися выступил Хожа Ахмед Хаджи Кадыров. تقدر نعمته يرتشح دير علمنسا متعلم شتش ملكو كشدي أهلنا صحانيتين عاس كرداس باقوير يدك تكشو كاتشك إسيالا يكشو كاتشك شو يلقى كشدي أهلا عاس بحالا يقتل بيش لكن زويتا ديم الدرسة В своем выступлении Салах Хаджи Межиев поздравил жителей с этим значимым событием и пожелал успехов будущим мутаалимам. Коран из-за нурду, одеялся, что Коран нур хакета, да солдат тергеш водой, нур хакетер, дерегия баан Ахмад Хадждалазу Кабулдельсон, со дел бахен дол каду, отсумма кан твой башарым дан хаш, дел бахтуриюк шол каду. Коран оглу boşuna dahi garya şeymaful dedoç büyüsüyoç bol qasayek xahulş bas dahi galsa amoş boşan amolsa sondela saşi koyoç yere ni'mata doh ni'mat doyar xastam joba viş bol vezdevojdala savdoq ve iş model ازدواج اوران خوش бош болнах, оранс амалаш болнах, солбозово и шобот. В ходе мероприятия прошла церемония вручения дипломов об окончании обучения учащимся медресе города Курчалой и села Чечен-Аул.
Sonra devre sıralar uçuyeten magamadu Сулеймина, Сайду Сайнина, Даудикан Сбекам Буэлсерна. После официальной части собравшиеся прочитали мавлид, восхваляя Аллаха и его посланника, мир ему и благословение Всевышнего. В двухэтажном здании разместились 5 учебных классов, просторный лекционный зал и служебные помещения. Учебный процесс разделен на дневную смену для девушек и вечернюю смену для юношей. Хава Эдемирова, Имам Юсупов, Ибрагим Батаев. Неделя. В здании Духовного управления мусульман прошел второй республиканский конкурс чтецов священного Корана. Мероприятие посвящено памяти хафиза Абу Салаха Абу Бакарова, покинувшего этот мир в юном возрасте. В соревновании приняли участие 25 выпускников школ хафизов. По завершении конкурса победителей наградили ценными призами. Подробнее в сюжете Хавы Ахмадовой. Показать навыки чтения Корана собрались лучшие хафизы республики. Условия участия – знание наизусть первых 15 джузов. 25 конкурсантов по очереди вытягивают билеты с номерами и зачитывают суры из Священного Писания. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. В составе жюри опытные преподаватели, таджвид, произношение и красота чтения Священного Писания. По таким критериям оценивают хафизов. قوسم بوهر دو حربوش بالقوسم وعدنا شرابير هر شولا قوسم بودال لاتدو ششكا عايش تسبيع شهر قوسم ويا طبعا دقادو قوسم داخلو شتخي بري حافظو وشا وحافظ كوش كديشن بول بوف بالحافظ بو قهر قوسم ويبول بالهنسلي تحبوت أخبوت حلقة حافظ كوش كعبوش بورك وليتش كويا دعالير شفينو بحرقا ولحبك بالقل وعقي شيء اور حافظ بودر شيش سجا كوزجي أب قوسمي. Здесь участвуют выпускники школ хафизов, ранее не занимавших первые места в региональных и всероссийских конкурсах Корана. Победить хочет каждый, но получится это только у лучшего. По окончании конкурса члены жюри определили победителей. Церемония награждения началась с чтения Священного Корана. إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه. Всего было 3 призовых места. Лучшим признали ученика школы хафизов имени Зелимхана Кадырова Абдуллу Мархаджиева. Он выиграл главный приз – путевку в Умру. Второе место взял Магомед Салах Амирханов. Третий занял Амирхан Тамаев. Они получили денежные вознаграждения. Помимо победителей, все участники конкурса получили ценные подарки. В завершении мероприятия собравшиеся прочитали дуа. Хава Ахмадова, Имам Юсупов, Муса Халидов. Неделя. Гудермес активно развивается. В городе возводятся новые жилые комплексы, которые станут не только украшением, но и создадут комфортные условия для жизни. Какие проекты уже на стадии завершения и что еще планируется построить, расскажем в следующем сюжете. Шум спецтехники на этом объекте не стихает практически никогда. Здесь возводится жилой комплекс «Кристалл». Он будет состоять из 5 зданий по 16 этажей, в которых предусмотрено более 1600 квартир. За 24 год, 23 год по городу Гудермеса хорошее инвестиционное вложение. Люди уже заключают договора, приобретают квартиры. В строительстве этих домов занято очень большое количество людей, спецтехники. Строительство началось в 2023 году. Уже сейчас заметны очертания будущего комплекса. Пока нехватка материалов, ищтихилдаться, нормально уешал снабжение, финансирование, материал, хидеги, пока нехватка хиляться, графику мадик дающую. Еще одно 9-этажное здание на 136 квартир строится в центре Гудермеса. Это жилой комплекс «Эдем». Рабочие занимаются внешней отделкой. Сдача объекта планируется уже в первом полугодии нынешнего года. Облицовку сделали необычную. Решили почему? Потому что
Внешний вид здания и внешний вид, в принципе, города Гудермеса для нас очень важен. По соседству возводится еще один жилой дом «Орион». Здесь так же, как и на других объектах, активно идет строительство. В новых домах будет свободная планировка, а значит, жильцы смогут самостоятельно организовывать пространство квартир. И самый огромный плюс – это то, что можно сделать индивидуальное отопление, учитывая на данный момент острый вопрос стоимости ЖКХ, услуг и так далее. Это будет самым лучшим решением, я считаю. Вот так будет выглядеть Гудермес уже совсем скоро. Реализация инвестиционных проектов сделает город еще более комфортным и современным, а еще создаст новые рабочие места. Халимат Шахидова, Юсуп Эжиев, Турпал Алханов. Неделя. В Грозном прошло заседание Совета старейшин Чеченской Республики. Собрание состоялось в Департаменте по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы правительства Чеченской Республики. На встрече подвели итоги проделанной работы, обсудили планы на Новый год, а также актуальные вопросы жизни региона, затрагивающие различные сферы. В ходе собрания участникам Совета старейшин вручили благодарности за вклад в дело духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения. После заседания старейшины прочитали мавлид. Мосу районе хатха председатель совет старейшин был, еще уверительный грамот шела, от мосу районе был хакмиша, шесть замштане цанбол бойч был, мосу районе член был совет старейшин, ишь тайдал что аура, школа шках хечен на то хайкаш мета мосу мета. Тайдал что аура, одагаш дух что гражданское общество, да и стабильных элита. На этом у меня все. До встречи через неделю и хороших вам новостей.